Старший исследователь Китая доктор Адриан Зенц подготовил новый доклад о принудительном труде уйгуров в оккупированном Восточном Туркестане. Уйгурское движение обратило внимание на этот новый доклад под названием «Инновации в преступной работе. Перевоспитание, принудительный труд и принудительная социальная интеграция в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе». В этом докладе, опубликованном в авторитетном научном журнале, представлен анализ использования Коммунистической партии Китая принудительного труда и перевоспитания, а также эволюции методов, используемых для контроля и ассимиляции уйгурского населения в Восточном Туркестане. В докладе освещается подход Китая к перевоспитанию и принудительному труду в Восточном Туркестане, в том числе через центры профессионального обучения. В отличие от предыдущих трудовых реформ, которые сочетали работу с переподготовкой, центры профпереобучения сосредоточены на обширной переподготовке с последующим постепенным переходом на работу, не связанную с лишением свободы. Такой подход служит целям Коммунистической партии Китая по ассимиляции уйгуров и других тюркских этнических групп и насильственной интеграции их в социальную структуру Пекина, делая акцент на экономической устойчивости как ключевом элементе. Всемирный уйгурский конгресс выступил с заявлением, в котором обратился к Верховному комиссару ЕС по иностранным делам и безопасности Джозефу Борреллю, который начал свой визит в Китай 12 октября, поднять вопрос о геноциде и принудительном труде уйгуров во время своего визита в Китай. Визит Верховного комиссара Жозепа Боррелля является важной возможностью для него поговорить о геноциде уйгуров и поднять вопрос о спонсируемом государством принудительном труде, который китайское правительство использует против уйгуров, говорится в заявлении. Визит Жозефа Боррелля в Китай в этом году переносился дважды, в апреле и в июле. Известно, что Боррель прибыл в Шанхай 12 октября. В 145-страничном докладе, подготовленном комиссией, назначенной Конгрессом США, подробно рассматриваются угрозы и вызовы безопасности, которые могут исходить от Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Точно так же утверждается, что Соединенные Штаты должны быть готовы к одновременным войнам с Китаем и Россией. В докладе, в котором рассматривается долгосрочная стратегическая политика страны, были подробно рассмотрены угрозы и проблемы безопасности, которые могут исходить от Китая, России, Северной Кореи и Ирана в период с 2027 по 2035 годы. Министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе интенсивных переговоров в Каире обсудил последние события в Газе и подчеркнул, что решение о двух государствах является основой мира. Министр иностранных дел Хакан Фидан, находящийся с двухдневным официальным визитом в Каире по приглашению египетского коллеги, также был принят президентом Египта. «Мир Израиля должен быть не только с арабскими странами, но главным образом с палестинцами», — сказал он. С другой стороны, министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен, как сообщается, вчера провели телефонный разговор и обсудили последние события в конфликте между Израилем и Палестиной. Соединенные Штаты предположили, что Северная Корея отправила в Россию 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Отвечая на вопросы в рамках пресс-конференции, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Северная Корея в последние недели отправляет в Россию военную технику и боеприпасы. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в городе Герат в Афганистане. На прошлой неделе в Герате произошло землетрясение магнитудой 6,3. В то время как афганские власти объявили, что число погибших в результате землетрясения, где работы по разбору завалов все еще продолжаются, превысило 2000, более 10 тысяч человек остались без крова.